Добрый день. Ну вот видите, сегодня у нас встреча виртуальная, в отличие от первой нашей лекции, когда мы общались вживую. О чем бы мне сегодня хотелось поговорить в рамках нашего генеалогического курса? Как ни странно, о лирике, о лирическом подходе к генеалогии. Помнится, у Юрия Висбора была песенка «Увы, мои друзья, уж поздно стать пилотом, балетной звездой, художником Дали. Но можно взять авто с разбитым катафотом, чтобы повидать все то, что видится вдали». Ну, конечно же, без лирики не обойтись, когда обращаешься к прошлому своего рода, своей семьи. Почему? Потому что очень многое воспринимается на эмоциональном, на чувственном уровне. Вообще-то в русской традиции, в русской литературной традиции писать об истории своей семьи, об истории рода, о своем детстве, о детских впечатлениях, начиная там от Пушкина, от Толстого, а может быть даже и раньше, и заканчивая сегодняшним днем. Слово лирический, кроме того, ведь еще массу значений имеет, в том числе музыкальный, такой мягкий, ненавязчивый. Потому что, ну какие могут быть жесткие оценки по отношению к своим предкам? Даже к тем из них, кто, ну может быть, не в лучшую сторону отличался. Тем не менее, стараешься понять, простить своих дедов, прадедов за их те или иные поступки. Когда я начинал заниматься своей родословной, мне, во-первых, хотелось бы сказать сразу, что меньше всего мне хочется получать. Сегодня мне меньше всего хочется получать. Почему? Потому что я буду рассказывать сегодня о своих личных открытиях, о своих личных находках. У кого-то другой путь, у кого-то более сложный путь, у кого-то, может быть, более легкий путь. Несколько таких этапных, что ли, находок для меня в моей жизни. Наверное, это простительно, учитывая то, что именно вот сегодня, 2 декабря, когда эта лекция должна состояться в эфире, у меня юбилей, 60 лет. И, конечно же, вот в эти дни, ну, в первую очередь хочется с благодарностью вспомнить всех, кто был в твоей жизни или был до тебя. Открытий было много. Одно из самых таких тяжелых, это связано с изгнанием из дома, с раскулачиванием. Когда-то мой дядя сказал, что не видел ни одного своего деда, ни одной своей бабушки. Собственно, это и сподвигло меня на то, чтобы заниматься историей своей семьи. Я долго искал данные по раскулачиванию своих предков, но поскольку это территория Воткинского района, мне казалось, что не секрет, что после создания Водской автономной области вся эта территория Воткин, Сарапул входила в Пермскую губернию, потом в Уральскую область, Кировский край, и только в 1937 году вся эта огромная территория вошла в Удмуртию. Мне казалось, что где-то в тех архивах. Но оказалось, что нашлось в нашем Центральном государственном архиве Удмуртской республики. Что меня потрясло, ну, прадеда Жилина, Андриана Ивановича, попросту выгнали из дома, отобрав все имущество. Причем имущество это было, ну лошадь, корова, барана, плуг, сеялка какая-то была с ручным приводом. То есть это обычное середняцкое имущество. А вот прадеду Пашкову не повезло. Моя бабушка к тому времени, Екатерина Евлампиевна Пашкова, уже вышла замуж за моего деда. А вот Евлампия Михайловича вместе с другим сыном и с 2-месячным внуком сослали на север. Я сам видел список лиц, которых которые предназначили к отправке на север, в Типушке номер такой-то. Вот, и я в связи с этим не удержусь, еще прочту одно свое стихотворение, постараюсь вас не очень загружать ими. На северах, где сгинул прадед,
Ветра нанизывают пряди снегов, дождей и листопадов, как будто в школьную тетрадь. Все пишут почерком не детским, не то чтобы кому в отместку, о людях, канувших безвестно, чей след едва ли отыскать. В архивах и библиотеках судьба любого человека. Но тех, кто сгинул в пасти века, еще попробуй-ка найди. Там на неведомых дорожках теплушки, ссылка, неотложка, звонки ночные, и в окошко свет фар полуночных глядит. Да это ж не с тобою было, а вот поди ж ты, не остыла, и где у прадеда могила никто не знает из родни. Глотай таблетки хоть пригоршней, все ж не найти незнание горша, и только имя, как Пороша, звучит в родительские дни. Вот такое стихотворение после всего этого появилось. Вообще, я специально глянул, точнее даже освежил в памяти, потому что это все в памяти осталось, огромное количество стихов вот о возвращении к прошлому, о возвращении к своему детству, начиная с Хрестоматийного, ну даже Пушкин вспомнил, давайте, мы близимся к началу своему. А у Геннадия Шпаликова в фильме «Подранки», это стихотворение читал Николай Губенко, есть удивительное стихотворение: «По несчастью или к счастью, истина проста, никогда не возвращайся в прежние места, даже если пепелище выглядит вполне, не найти того, что ищем, ни тебе, ни мне. Путешествие в обратно я бы запретил, и прошу тебя, как брат, душу не мути, а не то рвану по следу, кто ж меня вернет, и на валенках уеду в 45-й год. В 45-м угадаю, там, где, Боже мой, будет мама молодая и отец живой». Ну вот у Геннадия Федоровича Шпаликова свой собственный опыт. А у меня же, например, в минуты какой-то душевной невзгоды я всегда стараюсь побывать в тех местах, где жил когда-то я сам или где жили мои предки. Совершенно особое чувство возникло, когда я бродил по берегу Сивы около деревни Гавриловка и видел вот эти столетние ивы, ну, возле которых мои дедушка с бабушкой еще, наверное, играли. И я совершенно не ожидал, что такая вот, какая-то, у меня была песенка посвящение жене, и были бабушки красивые, были дедушки мудрые, и там была строчка: «Позовут родные ивы, отраженные в воде». И вот эти ивы позвали однажды, я совершенно не представлял, что они где-то есть. И проезжая мимо мостового, я вспоминаю другую бабушку, которую крестили в Мостовинской церкви, это уже деревня Пеняч, она же Сорокина. Проходя мимо Александра Невского собора, я долгое время его воспринимал как кинотеатр «Колос», детский кинотеатр, куда и сам в детстве бегал. Но когда я увидел вереницы предков, которых крестили, венчали, отпевали в этом храме, ну, перестройка произошла просто-напросто мгновенно. А еще мне очень хочется вспомнить стихотворение Олега Хлебникова, поскольку это все-таки изначально ижевский поэт, не московский. Олег Хлебников учился в 24-й школе. Его дом стоял как раз на улице Коммунаров, где нынче памятник Пастухову стоит. И он написал уже вот уже в зрелом возрасте балладу о верхних. Жили верхние и нижние в двухэтажном доме с садом. Самые считались ближние, и любить их было надо. Но если кто захочет, тот найдет. Но концовка меня поразила, потому что это концовка из моей жизни, из моего детства. У нас тоже были верхние и нижние, мы были нижние. Но движение неба звездное в апогеях заповедных оказалось посерьезнее и сперва коснулось верхних, увлекла их всех, наверное, карусель над головами. Никого нет больше верхнего между космосом и нами. Но вот как-то так получилось, что вот еще один человек из верхних, мой дядя Володя, он жив, дай бог ему здоровья. Но, тем не менее, вот эти места, где стояли эти дома, их нет уже, этих домов, как и дом Олега Хлебникова, так и нет дома моего детства, Заречная улица Полевой. Но столько открытий вдруг о том времени, когда ты уже жил или еще не жил,
дает архив, дает библиотека. А открытия эти бывают разные, бывают светлые, когда, например, обнаружил в газете «Машиностроитель» заметку о своем отце в газете 1965 года. А бывают горькие, когда в Национальной библиотеке Удмуртской Республики, где я штудировал удмуртскую правду, в газете за 1958 год я обнаружил объявление о разводе своего дяди, уже покойного. Как-то вот, или там целая статья была о моей улице Полевой. Ну, есть такие открытия, есть. А что еще мне бы хотелось сказать? Интернет все-таки великое дело. Интернет, несомненно, дает огромную пользу для тех, кто занимается исследованием истории своей семьи. Я имею в виду, конечно же, те, кто занимается, знают и мормонский сайт, конечно же, и, несомненно, родную Вятку, и поколение Пермского края, и еще массу различных ресурсов, где можно найти полезнейшую просто-напросто информацию. Но интернет дает еще и встречу, переписку, а иногда и личную встречу с людьми. В свое время я оставил комментарий под статьей Ольги Юрьевны Скороход. Она живет в Санкт-Петербурге. Когда-то у нас предки жили в одной деревне Гавриловке, но ее предки Негановы после пожара 1853 года, когда полдеревни выгорело, переехали в соседнюю деревню Старые Соломенники. И вот мы с Ольгой Юрьевной стали переписываться. Это было еще в те времена, когда на родной Вятке не было материалов из РГАДа, московского, точнее Российского государственного архива древних актов в Москве. А она, оказывается, работала в РГАДа. И вот я ей поставлял материалы из 212-го фонда Будкинского завода, из 409-го Будкинского Благовещенского собора. А она мне присылала материалы первых ревизий. И было безумно интересно посмотреть, откуда прибыли твои предки. Ну, жили, допустим, во вторую ревизию там уже были. А вот Пашковы, например, прибыли из Георгиевского прихода Зюздинской волости. Это тот самый знаменитый Зюздинский край, Зюздино-Афанасьевская, Зюздино-Георгиевская, Зюздино-Христорождественская, Зюздино-Воскресенская. Когда-то это был Глазовский уезд, теперь это Кировская область. Вот они оттуда бежали между первой и второй ревизиями они появились на Сиве. Но потом уже, когда на родной Вятке появились первые ревизии, я обнаружил Кайгород с уездом в материалах первой ревизии среди бежавших. Я нашел как раз вот своих Пашковых, то, что они бежали в бегах с 1724 года. Вот когда они отправились на Сиву. Но они, правда, тогда не думали, что совсем рядом возникнет Воткинский завод. Но вот там мне еще не доводилось бывать. Это деревня Габов, она же Пашкова. Вот они из деревни Габов, Габова, Пашкова этой деревни уже не существует, и в тамошних краях не доводилось. Но я тешу себя надеждой. 1724 год, еще Петровское время. Одна из моих линий по маме Козловы, это ижевские мастеровые. Что любопытно, ну, конечно, подвиг народа, там дед есть, и 2 медали его за отвагу и за боевые заслуги. Он на войну ушел уже зрелым, 42 года ему было, и был он поваром на минометной батарее. И там вот, когда читаю описание этих подвигов, я представляю, как дед мой с кашей этой на своей спине, с термосом, упорно продвигался под пулями и осколками к батарее, чтобы накормить бойцов. А потом еще и вставал к орудию, когда заряжающий выбыл из строя. Меня потрясли, он участвовал еще и в гражданской войне, его призвали в 1917 году, он был такой революционный матрос, много где послужил, много чего видел. Но вот когда в 30-е годы он входил в общество красных партизан, меня потрясло. Он пытался продать свои акции, писал заявление о разрешении продать, а ему не разрешили. И вот уже отчаянный вопль совершенно человека
бедного человека, которому надо вывести из Вятки с лечения жену с сыном. В конце концов, и плюс добавок еще кража, и обокрали семью. Партийная милость. Ему разрешили продать, не заложить, а продать 50 рублей своих собственных акций. Вот это такие приметы времени, и плюс там в деле еще, конечно, фотография деда 30-х годов. Это, конечно, не может просто-напросто поражать воображение. Интересные адреса, где жили предки, конечно. А это как раз уже несуществующие улицы Старковая и Первая Береговая. Ну, Первая Береговая существует, это улица Маяковского нынче, но, как вы понимаете, она совершенно иная. Мне было безумно интересно узнать, откуда появились вот эти Козловы на Иже. Искал я, впервые они фиксируются в 1820-е годы в документах. Искал я очень долго, 10 лет искал. Просто искал, может быть, не так настойчиво, потому что в архив я прихожу обычно не удовлетворять свое любопытство, а работать по какой-то той или иной теме, в зависимости от книги. Но вот однажды мне повезло. В 4-м фонде среди тех, кого представляли к награде по истечении 25-летнего срока службы, я обнаружил Григория Трифоновича Козлова, который надо было указать, где родился. Если человек родился здесь, так и писали здесь. А если не здесь, то надо было выписку из метрики того храма, где его крестили. И вот так я обнаружил выписку из метрики Пьяноборского храма. Деревня Зуева, откуда вот этого моего пра-пра-пра призвали в рекруты. Вот, конечно же, я сунулся в Пьяноборский храм, метрические книги, я нашел там и рождение, и венчание, а дальше тишина. Потому что эта деревня Зуева, она появилась где-то вот в начале 19 века, это удельные крестьяне, и мои предки Козловы были изначально удельными. Стал я искать, где бы они могли быть. Решил веером прочесывать, поскольку я примерно знал год рождения, 2 года, плюс-минус, если взять, 2-3 года. Посмотреть все вообще удельные храмы, которые на территории удельных мест. И нашел в первом же буквально, естественно, я пошел в село Козлово. Было это село когда-то между Ижевском и Сараповым. И там я нашел, что в 1800 году родился и крещен с села Козлова у крестьянина Митрофана Козлова, сын Трифон. И так потихоньку, а тут подоспела родная Вятка, и вообще в интернет. И так потихоньку дошел до Нефёда, это уже 16 век, это 15 колено от меня. Другая линия мамина, это Шадрины. Вообще, конечно, это смешно. У меня соседка, у нее здесь в Селычке соседка, она работает в музее Ижевска, у нее предки тоже Шадрины из деревни Пентек. А дело в том, что все шадрины, которые на юге Сарапульского уезда, они все из деревни Шадрин. Шадринцы основали массу населенных пунктов. Стал я проверять, обнаружил, что она мне семиюродная тетка. То есть я постоянно сейчас встречаю семиюродных, восьмиюродных братьев, сестер, теток, дядей. И даже вот в Сибири есть такая группа, Воткинский край, родина наших предков, группа ВКонтакте в социальной сети. И там, когда смотришь родословное древо, если я знаю, что мой прапрадед венчался с Фертиковой, там родословное древо Фертиковых, и я вижу уже там свою веточку. А если мой прапрапра с другой стороны Жилин венчался с Синтиковой, там родословное древо Синтиковых, я тогда впервые, я ведь не очень люблю родословное древо по коленной росписи и считаю их ничем не значащими цифрами и именами, которые ни уму, ни сердцу ничего не дают. Мне гораздо ближе такие семейно-генеалогические очерки, где расписано очень, где скелет обрастает мясом просто-напросто, какими-то бытовыми реалиями того времени, деталями жизни.
эмоциями какими-то наполняется. А вот тут я впервые оценил, конечно, я оценил. Потому что не делая ни одного шага, не вставая с дивана, я тут же несколько своих веточек родословных узнал. Это удивительно, конечно. Вот видите, всему приходится учиться даже в зрелые годы, даже в 60 лет. Из Шадриных меня поразило то, что одна из моих прабабушек, Акулина Петровна, записана солдаткой. И она при составлении каждой исповедной книги солдатка, солдатка, солдатка. Моего прапрапра Андрея забрали в рекруты в 1813 году. Я не знаю, участвовал он в войне 12 года или нет, может быть, в заграничном походе, но я даже фантазировать на эту тему не хочу. Но вот поразила ее судьба. Но вот этот рекрут Андрей для меня седьмое колено. У этого рекрута Андрея, который приходится мне седьмым коленом, отец Дорофей Ерофей первым как раз появился в новом починке Пенязе. Дед Михей умер уже в Заборье. Для меня тоже это было открытие. А вот в Заборье уже семья перебралась из деревни Шадриной, выходцы из которой основали множество починков. И вот как раз дальше идут Максим, Степан, и вот у Степана была одна загвоздка в судьбе. Уж я и так крутился. Дело в том, что в первой ревизии он присутствует, ему 31 год. А в Ландрадской переписи 716 года его нет. В 710 году его нет, в 701 году его нет, хотя он должен был быть вроде и там, и там, и там. Крутился я на месте очень долго, до тех пор, пока не сообразил. Вот век живи, век учись. Дело в том, что деревня Шадрина присутствует в двух томах Ландрадской переписи. В одном просто жители, а в другом пришлые. Вот тут-то для меня случилось личное открытие, которое, не побоюсь этого слова, по-новому вообще заставило взглянуть и на эту линию, и на судьбу всех моих предков, да, наверное, даже и, извините за высокий штиль, всей Родины. Он обнаружился среди пришлых, и запись, у меня, уж извините, слезы на глаза навернулись. До у старинных той деревни крестьян в соседях пришлые крестьяне. У Емельяна Анфиногенова приимыш Степана Лукоянов 20 лет, у него жена Авдотья Сергеева 30, дочь Акулина 1 года, сказался, откуда пришел и чей крестьянин, он Степан не знает, для того, что остался он Степан после отца своего в малых летех, и отца своего не помнит. Вскормил где его той деревне Шадрины крестьянин вышеписанный Емельян Анфиногенов, и он и Степан с женой отдан до указа с распиской. Я не знаю, как дальше считать. То ли вот дальше Лука, который на самом деле оставил мальчика сиротой и где-то умер, не знаю уж где, то ли вот этого Емельяна Анфиногенова, но мне кажется, обе эти линии, они уже просто-напросто родные. Ну вот буквально несколько всего лишь таких эпизодов из своих личных открытий. У каждого из вас, я уверен, масса своих собственных открытий. И это, слава Богу, это замечательно, это здорово. Это значит, все было не напрасно. Ну вот на этой мажорной ноте позвольте в этот зимний день, как раз календарное начало зимы, и расстаться с вами. Надеюсь, мы общаемся не в последний раз. Всего доброго.